Раз, два, раз, два. Сейчас слышно? Так, вроде все. Народ, привет, кто подключается? Как дела, как настроение? Столь прекрасный денек. Сегодня у нас эфир на улице. О, и выспался. Напоминаю, что все вопросы по ремонту техники, покупки БУ и новой техники, продажи можете задавать прямо сейчас в прямом эфире. Сориентируем и по стоимости ремонта, и по стоимости покупки как аппаратов Apple, так и андроидов. Антон, привет. Как тебе тренажка? Вообще миники это такая своеобразная история, потому что одни говорят, что блин, вообще миник такой классный, маленький, а другие говорят, что не могут его в кармане найти. Почему, вот напиши, почему ты выбирал именно миник, чем ты оперировал перед тем, как выбрать данный аппарат. Так, переходим. Перешли коммунаров. Спасибо за лайк. Надеюсь, ветер не сильно мешает. Надеюсь, слышно хорошо. Сзади у нас перекресток коммунаров. Сейчас уже подходим к Пушкинской. Гейс, доброго дня. Ну да, компактный. Просто говорю, прямо разделились на два отряда. Те, кто прямо топит за миники, и те, кто ярые противники. А по мне, тогда главное, чтобы человеку нравилось. Ну, сегодня как бы, да, немножко полувыходной, но я двигаюсь все равно в сервис, потому что там сейчас у меня напарник, нужно обсудить дела. И, собственно, пока двигаюсь в сервис, решил выйти в эфир пообщаться. Погода шепчет, но говорят, сейчас через пару часов придет дождище и зарядит до вечера.
Не знаю, правда, нет, но тучки ходят. Это факт. Так, где нам лучше уйти? Наверное, здесь. Вова Чикенгай, привет. Приветище, Владимир. Вообще такое ощущение, что стримы вот в такое время, в промежуток с 12 до 4, очень мало людей смотрят. Потому что кто на работе, кто на учебе. Я когда запустил эфир, вообще никого не было. Минуты 3, наверное. Но сейчас уже 9 человек. Я всех рад приветствовать. Артем, привет. Идем мы, приближаемся к перекрестку Краева. Погода прям жарит. Но повторюсь, что скорее всего сегодня будет дождик затяжной. Так, у нас объявление в чате. Отдам даром котенка. Друзья, кому котенок нужен? Владимир, ты еще на Авито выкинь объявление. Потому что, честно говоря, вот когда я решился для своих детей взять котенка, я прям пошел на Авито. И вот там было написано: отдам даром котенка. Я просто первое объявление попавшееся, чик. Поэтому, возможно, кто-то также возьмет к себе домой, приютит. Фу. Так, это у нас что? Это у нас птичий парк вот там. Но мы идем дальше, в сторону Пушкинской. Честно, вот признаюсь, за всю свою жизнь я не играл ни в какие игрушки. Я обожал изучать графический дизайн, фотошоп, видеомонтаж. Компьютер для меня был рабочим инструментом. Но вот стукнуло мне 32, и я такой: блин, я взрослый дядька, у меня есть деньги, у меня есть мощный компьютер. Почему я не могу поиграть? И в итоге я залип в одну игрушку, называется «Калибр». Она шутер, но как его? Короче, в одну будку там не побегаешь, надо вот вчетвером бегать. И слаженная должна быть работа. Вот она мне понравилась, я в нее периодически забегаю. Очень рад, что вы все дружно общаетесь и здороваетесь в чате. Прям обожаю, когда царит атмосфера дружная и взаимоуважение. Леша, как же детские игрушки пластмассовые? Ну, это конечно, да. Я имею в виду про компьютерные. Так, дерево. Фу, так, вышли мы на улицу Пушкинская. Я переключим камеру. Кто узнает места? Там у нас кольцо Пушкинское. Около медведя. Иду в сторону сервиса на Красноармейскую, 133, рядом с цирком. Сейчас приду, на литр воды выпью. Сейчас найду. Да, суперкот идет на работу в сервис. Ну, кот-то у нас ведь в сервисе. Один из мастеров, у него фамилия Котельников, и коротко его называем Кот. Rock News. Это город Ижевск, столица Удмуртии. Удмуртия у нас в Russian Federation находится.
Rock News, у тебя прям такой ник мощный. Я так понимаю, новости из рок-индустрии снимаете. Жарковато, да. Прикольно, прикольно. Я вот всегда слушал электронную музыку. Или там что-нибудь типа дабстепа, драм-н-бейса, электрофанка. Но прямо рок-мотивы тоже уважаю. Цой, Рамштайн. Да, нравится прям такая, когда жирная гитара еще и совмещена с какой-нибудь электронной музыкой. Тоже классно заходит. Наверное, все направления хороши, кроме одного. Прям вот против одного я прям вообще против. Это попса. Как я любил говорить раньше, что вся попса делится на две категории. Песни про любовь и песни про несчастную любовь. Все, больше они ни о чем не поют. Да, я говорю, когда идет совмещение, особенно совмещение классных гитар с классной электроникой, прям вообще мощно. Иногда даже получается намного круче, чем это бы все звучало по отдельности. Поэтому да, у нас мир, он не черно-белый. Нет хорошо и нет плохо. Именно когда есть какая-то коллаборация, это получается здорово. Так, друзья, ну вот одна из достопримечательностей. Это Удмуртский государственный цирк. Только с торца я захожу. Лицевая сторона там. Один из самых крутых цирков России. Входит, по-моему, в топ-10 лучших цирков России. Если мне не изменяет память. А память мне иногда изменяет. И хорошо, что только память. У нас 7 человек собралось сегодня. Прикольно. Прикольно, что эфир все-таки раскачивается по чуть-чуть. Не зря контент пилим. Честно говоря, вообще на энтузиазме контент делаю, потому что все говорят, что ну что там, кто с Ютуба, что придет. А нет, люди приходят к нам с Ютуба и телефоны ремонтируют, и ноутбуки, и покупают телефоны, андроиды. Поэтому я продолжаю это делать. Хоть и для души, но все равно это пользу какую-то определенную дает. Согласен, вот, кстати, его сторона, которая лицевая. Но обновиться, да. Но, несмотря на то, что я не знаю, в каком году он был построен, но явно он лет 10 назад точно был построен. Он выглядит еще очень даже актуально в это время. Я думаю, вот сейчас остановимся, посмотрим. То есть он выглядит не по-советски. Он прям выглядит так современно. Несмотря на то, что давно был построен. Привет! Мне там здороваются люди из машины. Прикольно. Вот, поэтому это так. Там была Икеа. Вот честно не знаю, была ли там Икеа. Кто, если ничего не в курсе, вот цирк получается сзади меня. А вот я переключаю камеру, подходим. Флаг, ориентир. Становлюсь. Сейчас пик. Сервисный центр, собственно, туда я направляюсь.